Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Депутат Госдумы Галина Данчикова проводит рабочую поездку по Южной Якутии. Какие вопросы решает народный избранник? Реабилитационный центр для детей «Светлячок» в поселке Хандыга переедет из деревянного в каменное здание. Сейчас новый дом готовят к заселению. В столице республики стартовал второй этап курсов по дрессировке охотничьих собак. Опытные охотники и просто желающие записываются на курс по подготовке своих четвероногих помощников. В этом году площадь, пройденная пожарами в Якутии, меньше, чем в прошлом. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников на совещании комиссии по лесопожарной обстановке. Айсен Николаев выразил огромную признательность Рослесхозу и Министерству природных ресурсов и экологии России за помощь. На пожарах в республике работают более 800 десантников пожарных, сотрудников авиалесоохраны из 10 субъектов страны. Заняты на тушении воздушные суда МЧС, вертолеты Министерства обороны, самолет Б-200. А всего в Якутии действует более 300 очагов на площади порядка 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Из них в охраняемой зоне тушат 74 возгорания. Теперь к эпидобстановке. Еще 96 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 53. В Кангаласском районе 8, в Вилюйском 6, в Мирнинском и Нерюнгринском по 5 инфицированных. В Алданском и Жиганском районах по 4, в Мегино-Кангаласском и Меконском по 3 случая. В Намском и Амгинском по 2 и в Момском районе 1 заболевший. Всего в республику поступило более 271 тысячи доз вакцины. Первую прививку получили почти 239 тысяч человек. Вторую – 183,5 тысячи якутян. Использовано 88% от поступившей в республику вакцины. Глава Якутии поставил задачу усилить темпы вакцинации в районах республики. Уже 5-ю неделю эпидобстановка сохраняется на одном уровне. Ежедневно выявляют от 90 до 100 заражений ковид. Не снижается и количество тяжелых больных. В настоящее время в реанимационных отделениях районных больниц находится 74 человека. Айсен Николаев назвал районы, в которых показатели вакцинации сегодня ниже 50%. Это Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Татинский и Чурапчинский. Снижение темпов вакцинации также наблюдается в Алданском, Ленском и Мирнинском районах. Значительные запасы доз вакцины имеются в Намском, Тампонском, Чурапчинском, Хангаласском, Улусах. Глава республики поставил задачу усилить в вышеуказанных районах темпы вакцинации. Депутат Госдумы 7-го созыва Галина Данчикова проводит рабочую поездку по Южной Якутии, подводит итоги деятельности и вникает в проблемы поселений. Все подробности у Руслана Павлова. Несмотря на то, что Государственная Дума 7-го созыва завершила свою работу, депутаты продолжают исполнять полномочия в своих регионах. Депутат Галина Данчикова совершает рабочую поездку по Южной Якутии, и первым населенным пунктом, куда заглянула Галина Иннокентьевна, стал поселок золотодобытчиков Нижний Куранах. Проявленный интерес связан с федеральным законом о недропользовании и поправками, которые группа депутатов внесла на рассмотрение в экспертный совет. Когда-то, может быть, года 3 назад, 4, может быть, чуть раньше, в лицензионном соглашении было четко прописано, что компании-недропользователи при получении лицензии заключают соглашение о социально-экономическом развитии территории, на которой они работают. Считаю, что это на самом деле совершенно правильно, потому что практика есть, но нужно, однако, это формализовать. И мы внесли 2 законопроекта в экспертный совет Госдумы. Один законопроект касается охраны окружающей среды, и вопрос, связанный с заключением соглашений о социально-экономическом развитии той территории, на которой работают, однако ввести как обязательную норму. Золотодобывающие предприятия Алданского района всегда были социально ориентированы и продолжают помогать в местах своей деятельности. Однако содействие это хаотично и непропорционально. Нужна система и баланс. Хотелось бы как раз, чтобы было какое-то объединение, реальное объединение, которое бы выработало правила игры промышленников на территории здесь Республики Саха-Якутия, которые были для всех понятны, и неважно, это ты крупная компания, крупные недропользователи или мелкие компании, которые добывают условно небольшие объемы того же золота. Правила должны быть для всех едины.
И такая работа уже ведется руководством Полюс Алдан. Масштабным должен стать проект строительства жилья для специалистов золотодобывающей компании, которые будут привлекаться для работы из других районов республики по программе «Местные кадры в промышленность». Когда ориентир идет только на бизнес, на развитие какой-то там составляющей запасов, другие проекты, но забываем именно про людей, то бизнес явно будет как-то кривобокий. Вот как раз о чем снова было сказано Галиной Иннокентьевной, крайне важно создать максимально комфортно людей для проживания. Не только в рамках того, что они приехали на какой-то короткий период, а настраивать так, чтобы люди всегда хотели приехать и здесь остаться. Принимать поправки и писать новые законы будет уже иной состав Государственной Думы после сентябрьских выборов. Однако основываться народные избранники будут на фундаменте и направлениях, заданные Думой 7-го созыва. Руслан Павлов, Георгий Баранов, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Член Совета Федерации от Якутии Егор Борисов проводит встречи с жителями республики. Сегодня сенатор ответил на вопросы 3 граждан. Это жители отдаленных районов. Просьбы разные, но объединяет их одно – это желание развивать сельское хозяйство. Так, семья Неустроевых из Амгинского района, потомственные табунщики, хотят построить каннибазу. Семья Семеновых из Мегино-Кангаласского района также занимается животноводством с 2006 года. Озвучили просьбу помочь в получении гранта на развитие семейной фермы. А производственный кооператив Кулунчук из Оленёкского района занимается животноводством, рыболовством и промысловой охотой. Просят оказать поддержку в покупке крупногабаритной техники. На все поступившие обращения Егор Борисов дал обстоятельные ответы. Сегодня в плановом порядке встречались приемные партии «Единая Россия» с нашими людьми. В основном сегодня были представители села, начиная от Оленёкского района, Амгинского и Мегино-Кангаласского района. Конечно, я почувствовал, что люди хотят работать, развиваться, искать какие-то дополнительные возможности, чтобы решить эти задачи. Реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» в поселке Хандыга переедет в обновленное здание районной типографии. Сейчас полным ходом идут работы по внутренней реконструкции помещения. С работами знакомилась Мария Винокурова. Деревянное здание, в котором сейчас размещается центр, построено в 70-х годах под детский сад. За полвека оно обветшало и находится в аварийном состоянии. Износ составляет 100%. Вопрос необходимости переселения центра на 10 койко-мест в более приспособленное помещение назрел давно. И, наконец, в этом году воспитанники и коллектив переедут в новое каменное здание. В первую очередь условия проживания детей улучшатся во много раз. Условия работы сотрудников улучшатся, потому что в нашем здании работать довольно-таки сложно, особенно зимой. Зимой у нас средняя температура в кабинетах, ладно, в кабинетах плюс 12, но так еще у нас у несовершеннолетних в отделении, в комнатах, где проживают дети, у нас плюс 12, плюс 14 температура. В эти дни в здании идут работы по реконструкции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Впереди наружное обустройство учреждения, покраска фасада, замена кровли. Общая сумма заключенных договоров порядка 15 миллионов. Из них по 5 миллионов финансируют горнодобывающие компании ЮВГК и Геопромайнинг. Остальная сумма предусмотрена с районного бюджета. Минтруд Якутии взяла на себя обязательства для проведения работ по ограждению территории, установки видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В сентябре состоится долгожданное открытие обновленного здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Светлячок», где будет сделано все для того, чтобы жить и работать в достойных условиях. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Проект «На вахту-14» продолжается в республике. В 4-й раз группа вахтовиков отправляется на работу в шахты компании «Колмар». Особенность проекта в том, что желающих отправиться на заработки обучают, исходя из реальных потребностей на рынке специалистов в промышленных, строительных и производственных компаниях. Обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки республики. Следующий набор, по словам руководителя проекта, ожидается в августе текущего года.
18 родовых общин получат субсидии на организацию летней занятости детей в оленеводческих хозяйствах Якутии. Всего предоставлены субсидии из бюджета республики на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Северное домашнее оленеводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства и имеет исключительно важное значение для сохранения и развития традиционного уклада жизни и занятости народов Севера, говорится в релизе Госкомзанятости населения. Отмечается, что для содействия в сохранении традиций коренных малочисленных народов Севера, занимающихся оленеводством, работа в этом направлении будет продолжена. В столице республики стартовал второй этап курсов по дрессировке подружейных собак. Опытные охотники и просто желающие записываются на курс по подготовке своих охотничьих помощников. Тренировки начинаются с самого раннего возраста, затем четвероногие переходят к специальному типу дрессировки. На курсах побывал наш корреспондент Александр Нестеров. Спаниели, ретриверы, лабрадоры. Эти породы специалисты по-другому называют птичьими гончими. Их основная задача – найти и подать хозяину убитую или раненую птицу с воды и с суши. Дрессировка таких собак весьма сложна, так как пес должен не только слушать хозяина, но и быть морально устойчивым. Собака не должна бежать без команды, поскольку там идет стрельба по уткам, допустим. Да? Также она не должна убегать от выстрела. Да? Она должна быть психологически устойчивой. Это вот такой критерий. По словам Максима, чтобы избежать подобного поведения собаки при выстреле, тренировки проводятся с применением специального пневматического ружья. После выстрела собак учат находиться рядом и только после команды хозяина бежать за добычей. Динка! Дина! Дина! Ко мне! Основной частью тренировок является не только теоретическая часть, но и практическая, где собак сразу же знакомят с дичью. Иногда вместо макетов используют настоящую добычу. Противный ему стало что-то. Не хотя он взял. После дрессировок полученные знания четвероногие охотники покажут на республиканских состязаниях подружейных собак, которые пройдут с 6 по 8 августа в Якутске. А уже после они с хозяевами отправятся на сезон охоты. С подружейной собакой можно охотиться на уток со 2 субботы августа. Для этого нужно в первую очередь, чтобы у вашей собаки была справка о происхождении охотничьей собаки. Среди участников курсов также есть и заядлые охотники, которые специально привели своих собак для подготовки к сезону охоты. Занимаемся уже 2-й месяц. Проходят очень на позитивном ключе все тренировки. Собака действительно выучила много очень новых команд. И я думаю, что в этот сезон охоты осенний она покажет очень хороший результат. Во время охоты они будут неотъемлемыми помощниками, и уже осенью на семейном столе появится утиный суп. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.